Добрый день, шановне господарство, добрый день, шановные сябры. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка, я Вячеслав Сіўчык. Будем казаць про падзеі з 15 по 21 чэрвеня. Я прапаную наступныя 5 падзеяў. 17 чэрвеня падпісанне пасля самміту G7 во Францыі папярэдняго пагаднення між США і Іраном. 19 чэрвеня президент Польши Кароль Навроцкий позвал президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. И в Польше 15 червня в Белоподляска был застрелен 44-годовый российский мастак-перформер и карикатурист Семен Скрапецкий. Третья падзея. 17 червня в Бранскую в области России под атаку беспилотника трапил автобус белорусской дзіцячай спортивной команды из Рэчыцы. И 19 червня ультиматуму Владимира Зеленского лукашенковскому режиму. 18 червня артикул The Guardian про сексуальную эксплуатацию и забойство гомосексуальными батьками 13-месячного Престона Дэйви. И 5 19 червня день народження Василя Быкова и іншие даты белорусского национального календаря. Натурально, самая головная падзея для всего свету, она все-таки отбылася. Было обещано, что вечером после вечеры в Париже уже подписанный был президентом Злучених Штатов Дональдом Трампом попереднее пагаднение между США и Ираном. Подписано было и с боку иранского кіраўніцтва. Гэты меморандум, он уже стал вядомы, 14 пунктаў. Шмат якія з гэтых пунктаў яны яшчэ пакідаюць за сабой магчымасць, што гэтая вайна можа працягнуцца, потому что там есть и пункт аб тым, што мусіць Израиль не атакаваць Хазбалу. Я все-таки оцениваю гэта як перамогу Ирана. Дакладней памылку я допустил, гэта не ёсць перамога иранского народа, наоборот, вельмі великая параза, потому что режим атрымал от США абавязки, что не будут яны займацца внутренними справами Ирана. 300 миллиардов якія мусяць, 300 миллиардов долларов, якія мусяць внесці краіны-союзники США на развіццё Ирана, зняццё санкций, размороживание активов, взамен декларации об том, что Иран не будет ствараць ядерную зброю, лишь только декларации. Вот. И будет разблокованы протока, что адразу по обещанию перемирия паміж Ираном и США нарэшце вниз пошли сусветныя кошты на нафту. Але и на тыдні далей были перемовы, яны будут еще 60 дзён, и в любой момент мог уже возникнуть некие ситуации, увеличивающие то, что Израиль может проводить политику, не звоняющий это с президентом Дональдом Трампом. Великая пораза Захода от режима в Иране. И я бы не сказал, что это нават пораза Дональда Трампа, хотя эта война может ему каштаваць проигрыша в листопаде до выборах в США. В первую чергу это пораза Европы, потому что оказалось, что не глядячи на все разбурения, которые были зроблены, и забойства, улада аятолов сконсолидовала навокал себе так насельніцтва Ирана, якое зусім недавно протестовало внутри супраць этого режима. И заместо того, каб атрымаць дапамогу, атрымалі бомбаванне, и ракеты, оказалось, не здольны были знесці режим Ирана. Я лічу, что на этой стадии ён перамог. Таксама было вельмі важное паседжанне G7 во Франции, якое было цалкам проукраинским. Вот там были приняты решения в поддержку и Зеленского, и оказана будет допомога Зеленскому. И сам Дональд Трамп занял больше резкую позицию на конт империи зла России.
19 червня президент Польши Кароль Навроцкий позбавил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Пасля гэтага мусіла быць все-таки подпіс прем'єр-міністра Дональда Туска, тому що гэтае рашэнне оно мае яшчэ вельмі моцнае унутрыпалітычнае значэнне, бо большасць польскіх грамадзянаў цалкам падтрымліваюць этот крок Кароля Навроцкого. Але ж не чакаючы гэтага, Владимир Зеленский поштай накіраваў в канцелярію президента Польши найвышэйшую узнагароду орден Белого Орла. І пачалося адмаўленне ад польскіх узнагарод і былых прэзідэнтаў Польшы, і важных украінскіх, прабачце, і былых прэзідэнтаў Украіны, і важных украінскіх чыноўнікаў. Такім чынам был запачаткаваны новы этап супрацьстаяння і канфлікта паміж Польшай і Украінай. Я ведаю, што шмат хто з беларусаў, яны вельмі моцна забываюцца, што яны беларусы, яны робяцца і лепшымі украінцы, чым украінцы, і лепшымі палякамі, чым палякі. Але в той сітуацыі, які аказались нашы суседзі, беларусам не варта быць нейкімі пасярэднікамі, не варта даваць свае ацэнкі і абсалютна не варта бегчы наперадзе цягніка. Сама по себе ситуация вельмі кепская, тому что замест того, как адбыліся наўпроставыя перамовы і прэзідэнтаў Польши, Украины і выдатных дзеячоў, мы бачым сур'ёзную конфронтацию, причем большасць грамадзян Украины падтрымлівае Зеленского, а большасць грамадзян Польши падтрымліваюць Навроцкого. І гэтыя внутрипалітычныя расклады вельмі дапамагаюць Москве, тому что заўсёды імперія праводзіла свою палітику под звычайным лозунгам «Падзяляй і ўладар». Найбольш я был расчараваны дзеяннем Петра Порошенко, потому что вось якраз я не думал, что ён адмовіцца ад вышэйшай узнагароды Польши. Ёсць некалькі палітыкаў, якія пашлі супраць плыні, і дыпламатаў, потому что наогул мне не зразумела, как дипломаты, якія дзейнічаюць, адмаўляюцца ад узнагароды краіны, где яны працуюць. Такая нейкая дзіўная дыпламатія ёсць в свеце. А напамін про тое, что такое Россия, таксама яшчэ в адной жахлівай навіне, якая адбылася 15 чэрвеня в польскім горадзе Белападляска, где самой раніцы был застрелены 44-гадовы расійскі мастак Семен Скрапецкі, сапраўднае імя Роберт Кузаўкоў. Да гонара польскай паліцыі досыць аператыўна быў затрыманы меркаваны забойца, кілер, які мае расійскія і грузінскія пашпарты, потому что адразу и у меня нават возникла версия, не кажется, тех людей, которые владеют информацией, что там отбылося докладно, про менавіта российский след, и больше того, были карикатуры на Кадырова, и мы ведаем так, до чего это может привести. Тому Россия черговый раз нагадала, что она империя зла, гэтым палітычным забойствам, якое таксама было абсолютно нечаканым, і ёсць вельмі пагрозлівай навінай для ўсіх, і для Европы, і для Польши, бо Россия гэта яшчэ акрамяцвеньшвае тэрарызм. Наступная падзея, наогул вельмі сумная, якая может вельмі кепска закончыцца і для Европы, і для света. Як вы все ведаеце, 17 верасня в Бранской области, каля вёскі Рудня, на магистрали, якая не есть галоўная, был обстрелян один из двух белорусских автобусов, які ехал с Речицы в Крым, в Геленджик. Автобус, якими ехали в основном дети футболисты на сборы в оккупованный Крым с Речицы. Было поведомлено, что спочатку поранено 8 человек, после 6 человек. Было поведомлено, что загинула жанчына, якая жонка тренера, які вельмі цяжкім стане. Один хлопчык до гэтага вельмі цяжкім стане. Адразу Россия вінаваціла в гэтым Украину.
Так само Лукашенко і ўлада режима Лукашенко обвесили об тым, что это дрон с Украины. Вось Украина обвесила об тым, что это не их дрон, что это российская провокация для того, как Беларусь тягнуть войну, между іншим. То, что Беларусь тягнуть войну, так само была версия лукашенковского режима. Вот. И Россия про это казала. Тема «Втягнуть войну» была вельмі популярна, толькі з розных боков по-розному все называлося. Следчий комитет России хутенько назвал 5 прозвищаў, кого яны подозревают в теракте. А атака цивильного автобуса с детьми — натуральный теракт, неважно, кто это рабіў. Это прозвище докладно показывает, что это не следство, а просто палітычнае дзеянне, яким з'являецца все, что навокал этого теракта отбывается, потому что там названы прозвища 5 человек, якія представляют абсолютно разные структуры Украины. Очолюет этот спис Мадяр, знакомитый, который казал про 500 метров, які яны маюць для беспилотников на территории Беларуси. А операторами дронов указаны 3 человека з розных часток ЗСУ и программ войскаў. Я вельмі сомневаюся, что розные частки собирались для того, как был атакованы один автобус. Не вельмі веру в рассказы расейцаў, як яны мужна отбивали іншие беспилотники и давили их там рэбами и по-іншаму, потому что они не могут оборонить нават свои нафтозаводы, что там уже 2 автобуса на проселочной дороге, что не зразумела, как там эти автобусы апынуліся. Скажу некалькі рэчаў. Першае, кто бы гэта не зрабіў, гэта реальное злачынство, гэта теракт. И оператор дрона, які націскаў, ён натуральный злачынец, неважно в якой структуре ён знаходзіцца, ён повинен по закону за гэта сидеть в турме. Это первое. Другое. Все версии, которые есть, это только версии на нашем уровне. Немагчыма установить, что там отбывалось реально в Бранской области. Натурально в войне виновата Россия, это все зразумела. А кто наносил удар по белорусскому автобусу, это так само, например, питание, якое знаходится зараз для простых людей на уровне веры. Потому что абсолютная большасць представников так званых демсилов, так, она поспешила обвестить, что Украина абсолютно не зацікавлена в эскалации с Беларусью, что им не треба лишний фронт, 1000 километров, вот, и лишние дроны и ракеты. И это все просто блескуче опроверг Владимир Зеленский, который литерально праз некалькі дзён 19 чэрвеня на прессовой конференции с одним из приехавших президентов Латинской Америки нечаканно обвестил практично ультиматум по тым, пообещавший удар по территории Беларуси, давший уладе 7 дзён на то, как яны убрали некие 4 ретранслятора. Причем я звертаю увагу, что его абсолютно не турбовало, что может быть втягивание после этого Беларуси в войну, лукашенковского войска в войну. Это связано с некалькими речами. Ну, по-перше, завсёды войны пачинаюцца, калі хтосьці думае, что он больше сильный. Уже те люди, якія, наши комментаторы, якія только некалькі дзён до этого рассказывали, что ніяк этого быть не может, хутенько переключились и пошли рассказывать, что Украина на подъеме, она перемагае, и она может себе дозволить зараз ударить и по Беларуси. Потому что на наступный день Зеленский почал уже казать и про нафтозаводы, вось, правда, в менш жорсткай форме. Як не дзіўна, Москва, яна, в принципе, асаблівых ніякіх захадаў пасля гэтай заявы не зрабіла. Няма перакідвання расійскіх войскаў, няма расійскіх войскаў в Беларусі.
это нават-украинские структуры вызнают. Вось. Ну, сказали агрессия, агрессор и все. И склалось такое уражение, что якраз то, что выгодно России и робить в кірунку Беларуси Владимир Зеленский. И абсолютно, на мой погляд, неправильно интерпретует дзеянне Александра Лукашенко. Ён себя робить некую ахвяру, некий стал резко мирным, вырашили, что он всего боится. А чего он бояться-то? У него есть свой бункер, и он в него сховается. То, что будут гинуть белорусы, коли будут обстрелы, ну а что это Лукашенко? Это, на мой погляд, не хвалюет ані Путина в адносінах до российских громадянов, а інших керівників держав, так, коли йде війна. Ну, война идет, гинут простые люди. Але ж может быть страшные речи, про которые никто не думает. Хотя все это лежит на поверхности. Я кажу зараз не про применение ядерной зброї, про якое все-таки експерти кажуть, а про то, что совсем недавно ЗСУ заходили в Курскую область. Я не ведаю, які користі это принесло Украине. Казали, что подняли там дух и все остальное. А лишь факт той, что яны сутыкнулись в том ліку з паўночна-карейскімі войсками, практично атрымали там досвід уже не российские збройные силы, а паўночна-карейские. Ці будзе гэта при найбольшай конфронтации в паўночным кірунку в адносінах до Беларусі ці не, так само пытанне. А Языков чым? Россия это дерьмо. Россияне это подкресливают, они там 3 года не могут взять Купянск, але ж яны все равно ползут, апошние их небеспечные захопы. Это ситуация навокал Константиновки, это паўднёвый город славянско-краматорской агломерации. И наогул яны все-таки повеличивают колькость оккупованной территории, в першую чергу Донецкой области. И просто после того, как Буданов стал керівником офиса президента, на вот такие ресурсы, как Deep State, перестал давать штоденные просовывания в открытом выгляде. Это треба уже самому на карту заходить, на мапу заходить и глядеть, что там отбывается. И по этой информации не бачно перелома в войне, про якую все кажут. И так само я хотел бы нагадать лишбы того же Владимира Зеленского, який объяснил, что за минулый тыдзень по территории Украины было нанесено удары 22 тысячами беспилотников, и я маю, что такой же колькостью бомбов и ракетов. Ну, сапраўды жахлівыя лічбы, натуральна, якія ахвяры несе братні нам народ. Гэта все вельмі жахліва. Але ж может быть яшчэ горш, потому что не ведаю, як будзе ўспрыняты і атака на гэтыя объекты, про якія уже кажуць, калі будет эта атака в свете. Вельмі сомневаюсь, что хтосьці па-за Европой падтрымаюць Зеленского, да его в Европе навряд ці все. И не ведаю, какая будет реакция Китая, бо у Лукашенко супраца с Китаем лепшая, чем у Владимира Путина. Але ж в образ есть у белорусов, потому что они и так видны, они не воюют, а все равно с агрессоры, значит, виноваты. Воевать они не умеют. Лукашенковское войско ніякое. Ось такий так само достатково неправильный погляд на то, что отбывается в Беларуси. И я не выпадково казал, что нават американская атака на Иран не принесла ничего доброго иранскому народу, наоборот, зробила горш. Не ведаю, чему наши коллеги кажут, что горш будет от атаки Украины Лукашенко. Ось, я думаю, як завсёды горш будзе беларускаму народу. І таму я катэгарычна пратэстую супраць агрэсіі в адносінах Беларусі. Гэта прынесці может катастрофические наступствы, в первую чергу для Украины. И тут Владимир Зеленский выступает, и не первый раз белорусским пытанием, явно в интересах Путина.
Вот такі парадокс, калі уже 4 гады і 4 месяца адбываецца вайна в Украине. Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, запрашаю вас 28 чэрвеня о 16 гадзіне на сход сябраў і прыхільнікаў руха салідарнасці разам, беларускі дом в Варшаве, Крынічная 6. Будзьма разам, разам паспрабуем прыняць пералік тых акцый, якіх рэальна зрабіць можна в Варшаве, потому што трэба дапамагаць беларускаму народу за межы. Будзьма разам. 28 чэрвеня, недзеля, о 16 гадзіне, беларускі дом в Варшаве, Крынічная 6. Ну і чацвёртая падзея, она наогул вельмі страшная. Я как раз в неделю перекладал этот артикул в ведомейшей леволиберальной газете The Guardian. Дикие, абсолютно, про сексуальную эксплуатацию и забойство гомосексуальными семейной парой 13-месячного престава Дэві. І калі шчыра, я 2 разы гэты артыкул перекладал, і просто мне пасля гэтага было вельмі балюча. Па-першае, само дзейство, оно вельмі жахлівае, оно не павінна быць ніяк. Хлопчыка 9-месячного дают 2 гомосексуалистам, потому что вы ведаете, что яны маюць права ствараць сем'і, и, натурально, яны маюць права на усыновление. И в суде оказывается, что этот хлопчик, он был для них просто цацкой, в том лику и сексуальной. И в вынику это приводит до забойства дитятки. Это просто жах. Написано это все еще в лепших традициях коммунистической правды, коли можно было прочитать про злочинство какое-нибудь там, ну, в часы застоя ці перебудовы коммунистичного бонзу. І треба було, що все-таки він зробив, вичитувати поміж рядками, тому що натурально прийнята куча законів, кажуть про гомофобію, кажуть про сексизм. Абсолютно нельзя же в этом варианте, коли здекуються над дитенком, казати там, наприклад, про педофілію. Всі ж кажуть, що гомосексуалізм з педофілією ніяк не зв'язані. Ось гэта жах. І жахліва нават не гэта. Страшная падзея. Шкада вельмі этого хлопчика маленького, которому забили. Специально дал назоў гэтага артыкула, каб вы лёгка маглі это по пошуку самі знайсці, бо яшчэ больш балюча мне стало, калі я пачал гэта абмяркоўваць з тымі людзьмі, з якімі я стрыкаўся. Як не дзіўна, пропаганда такая моцная, что люди просто стоят на головах. Я коротко и ясно переказываю эту историю, вот, якая сапраўды жахлівая. Вот, на что мне начинают казать про хатний гвалт, что это гомофобия, что по одному этому самому некому факту нельзя грабить некие высновы. Я задаю питание, а кто, кроме гомосексуалистов, может трахать, пробачьте меня, хлопчиков? Отказ розные люди. Мне сапраўды здаецца, ці мы канчаткова просто згубили нават парэшткі здарового розума. И самое жахливое, что это еще называют какими-то правами человека, бо нават пасля гэтага выпадку никто ж нават и не может поставить питание, что гомосексуалисты не могут атрымліваць на выхаванні маленьких хлопчиков. Ну, выжил бы этот хлопчик, так, не забили бы яны его сексом. Ну и что бы было с ним, так? Разве здольный был бы он вырасти психично здоровым человеком? Поломали бы все равно жыццё. Так что это робится? И быццам бы так, любая бабулька 30 гадоў тому назад, калі гэта все пачыналася, не б сказала, что такие вот жахлівыя выпадки, яны былі, ёсць и будуць. И, конечно, страшно, коли в той же Украине, якая веде войну с Россией, Зеленский проводит гей-парады.
Там несли на этом гей-параде фотографии геев и лесбиянок, які загинули на фронте. А вот коли бы несли портреты тых, кто протестовал 10 годов тому назад, коли починались першие протесты, ось яких Беркут безлітасно клал в асфальт, бо такая свобода и такие правы человека, то я боюсь, что все бы удельники отрымали бы такие портреты. Тых, кто протестовал супроть гэтых маршах в Киеве, и тых, кто уже загинул на фронте. Бо Майдан практично уже, на великий жаль, забили. Тому все это вельми страшно. То, что я прочитал в британской прессе, это просто немагчыма уявіць, это жахліва. И жахліва, что нават паміж беларусаў не отказывают на ўзроўні той прапаганды, якая знішчыць шмат якія нацыі, в першую чаргу в Европе, якая знішчает асобаў. Вельмі шкада і гэтага хлопчыка, і вельмі шкада нават всю Великобританию. Бо ніхто по этому суду ніякіх глобальных высноў рабіць не будзе. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, калі ласка, запрашаю тым, кому трэба кветкі, кому трэба файны букет, в краму по продажу кветок, Кабельская 6, район Ронда Вітрачны. Свой да свайго па свае. Ну, галоўная дата на тыдні была 19 чэрвеня, другая гадавіна для народзінаў великого Васіля Быкова. Дзякуй Богу, что он нарадзіўся. И великий дякуй кожному з моих коллегаў, якія прынялі ўдзел на акцыі в Варшаве в гонар нараджэння великого беларуса Васіля Быкова. 14 чэрвеня 121 год з дня нараджэння Юркі Вейцбіча Серафимовича Рыбакова. Родился в сегодняшней России, это Велиш, Смоленской области, белорусская абсолютно зона, где было одно из самых могутных антибольшевистских повстаний. Дякую Богу, ему удалось сысти от коммунистичных репрессий на эмиграцию, где он написал вельми важную книгу про антибольшевистские повстания в Беларуси, якую раю прочитать. 16 чэрвеня 126 годов с дня народжения Александра Шлюбского. Это ведомый дзеяч культурніцкі Беларуси, які таксама траплял под репрессии. Его называли, что нават больш злостно, чем Вацлав Ластовский. Вось. И на великий жаль, неведомо, калі ён загинул. Вось. Але ж не ранее 26 жніўня 42 года. 18 чэрвеня таксама юбилей вельмі важного для Беларуси человека. Это Михаил Волович. Это наш национальный герой, які удзельнічаў у лістападаўском повстании 30-го года, уехал во Францию, после вернулся, стварыў отдел в основном селянам, в бою был схопленный, и его царские улады забили в Городне. Практично он был попередником Кастуся Калиновского. Для меня было вельмі важно, что наши коллеги в Слониме и Гродно зрабілі символичную могилу Воловича под Слонимом, и там заўсёды штогод адбываліся акции ушанавання. Я думаю, гэты акции зноў-таки калісьці будуць. 18 чэрвеня 137 годов с дня нараджэння Владимира Калиновского. Вельмі цікавы беларускі палітычны дзеяч. Вельмі мало про его информации. Он был выбран от Белостокского округа в перший сейм. Але ж не прошло и года, как его позбавили мандата, потому что мы не дали польское громадянство. И он уже в 23-м году опынулся в Беларуси. Вось, натурально трапил под коммунистичные репрессии, починаючи с 30-го года, и загинул в Старобельску в турме. Хоча за все он был просто расстреляный. Але ж дата неведома до этого часу. 18 чэрвеня 77 годов с дня нараджэння Леха Качинского. Я не мог не включить все-таки зараз эту дату президента Польши. Николи не забуду ту фразу, которую он сказал в Тбилиси
Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра Украина и Балтия, пасля дойдзе час до моей родимой Польши. Все так и отбываецца. І ніколі не могу забыть про то, что его забили, как іншую польскую делегацию в Катыни. Это злочинство путинского режима. И вельмі шкада, что в Польше гэта ёсць сегодня внутриполитичная спрэчка. 19 червня 85 годов с дня народжения Петра Бетеля. Это ведомый белорусский литератор, перекладчик. Вот, так само трапил про переслед, был вязнем ГУЛАГа. 19 червня 85 годов с дня народжения Ивана Ласкова. Так само круглая дата ведомого белорусского письменника и, между іншим, автора концепции, якая отдельно от всех, он содержал про финское походження белоруса. У него было свое погляд на племя Литва, достатково цікаве. Я не поділяю его думки, але ж версия так само цікава. И так само трагичная смерть. Вот, и неведомо, что там реально было в Якутии, когда загинул Иван Ласков. 19 червня 50 годов с дня рождения Владимира Катковского. Юбилей, але ж уже я маю, что 20 годов нема этого человека на земном житті. И он заснавальник белорусской Википедии, супрацовник свободы, але ж загинул после автокатастрофы, когда ему было всего 30 годов. 21 червня 116 годов с дня народження Александра Твардовского, який народился на белорусской частке Смоленской губернии. Тому невеликая таємниця была, что у него есть белорусское походження, хотя писал он на российской мове. И шмат что с того, что он написал, опирается именно на нашу белорусскую ментальность, на наш белорусский светопогляд. Ну и не треба забываться про ту роль, яку Твардовский отыграл, будучи редактором часописа, друкуючи в Томляку Василя Быкова. Ну, зараз, где народился Твардовский, уже белорусов нема. Там русификация до 17-го перемогла белорусов репрессиями. 21 червня, день памяти Феликса Стацкевича. Так само вибітний белорусский діяч, про якого, на великий жаль, мало відомо. 21 червня, день памяти Микола Голодеда. Ну, это один из керівников БССР, який несе отказность и за той террор, который был в БССР. И он сам походит с Браншины, так само с белорусской зоны, Бранской, в области сянешней. Так само жахливая смерть. Он этапованный был з Москвы в Минск. И офіційно скончил самогубством, а машину расстреляли. Ті просто забили під час допитів. Типу своє ж, на яких він працював все життя. — 20 червня, день памяти Петра Сича. Это відомий так само белорусский литератор, супрацовник Радіо Свободи, політв'язень, який похованный в Мюнхене, в Німеччині, и прожил он только 52 года. 17 червня, или важная дата, день памяти Аркадія Смоліча. Это вибітніший белорусский політичний діяч, вибітніший науковець. Для меня вельми важно, что это человек, який написал першую книгу «Подручник географии Беларуси». Практично он ёсць заснавальник географічного факультета, який закончил и я, и шмат хто з дзеячоў беларускага нацыянальна-вызвольнага руха. И на вялікі жаль, калі вучыўся я этого прозвища и не ведал, хотя ведал шмат кого с часу Белорусской Народной Республики. Вельмі мало прожил, вельмі шмат што зрабіў, и натуральное жыццё его оборвано было коммунистичными репрессиями. Яны его еще в 30-м году взяли, и другий раз, когда его уже судили, они его и расстреляли. 16 червня, день памяти Василя Рагуля, так само выбітнейший белорусский діяч. И он был обраным от Новогрудка в першие 7 Польши в 22 году. На других выборах 28 года и он был обран в якости сенатора.
Вось. Характер у него был вельмі цікавы, это долго можно рассказывать, але ж вельмі важно тое, что все-таки ему удалось сысці от коммунистичных репрессий, он уехал за океан и дожил до 55 года. Рабуля наогул это вельмі знакамітае прозвішча для беларускай нацыі. 16 червня дзень памяти Александра Червякова, які сабе подписывал як Олесь Шавяк, и прозвище крыху поменял по просьбе самого товарища Сталина. Так, Шарвяк зробился Червяковым. Застрелился в своем кабинете, потому что трапил бы иначе под репрессии. Это мужный крок, але ж так само разом с тем, что он был национал-коммунистом, и шмат все-таки, что зробил для белорусской нации, натуральные шкоды белорусской нации, он принял так само вельмі шмат теми репрессиями, які ажыццяўляліся праз того же Александра Червякова. 16 червня дзень памяти Эдварда Вайніловича. Кожны мінчук мусіць ведает гэта імя. Это дастаткова сур'ёзны палітик, я бы сказал, нават лидер вот гэтай шляхты Великого княства Литовского, які займал посады в Российской империи, якого поважали, але ж планы его не прымалі в Петербургу, хотя добра да его ставились. И так само вельмі важно, это костел Святой Симоны и Алены, потому что у него была особистая трагедия. Вот, померли детки, и в память об іх, и он, як шчыры католик, и якраз побудовал, да, был фундатаром гэтага будынка, які сёння лукашэнкаўскія ўлады отобрали у беларускага народу, у беларускіх каталікоў. 16 чэрвеня дзень памяти Андрея Плесанова. Гэта вядомы беларускі мастак, музыка, бард. Неаднойчы выступал разом с нами на разных акциях, что для меня вельмі важно, практически на всех первых мерапрыемствах руха «Солидарность разом», калі мы проводили съезды. Спадар Андрей выконывал наш неформальный гимн, песню на слово Вітаўта Мартыненкі. На жаль, в 21 году он пошел в небесную Беларусь. Мы памятаем спадара Андрея. Мы памятаем, что у нас есть обовязки перед Беларусью и белорусским народом. Живе Беларусь!